Обычный рабочий полдень и традиционная, в общем-то, городская суета. Когда погружаешься в ритм Сыктывкара, даже не задумываешься, что рядом есть интересные места. Но я вам докажу обратное. Это памятник всемирно известному социологу, уроженцу Коми Петериму Александровичу Сорокину. Стоит он прямо у входа в Сыктывкарский государственный университет. Появился монумент 2 года назад. В интернете в одной из социальных сетей я наткнулся на очень интересный факт. Некоторые студенты пишут, что перед очередными зачетами или экзаменами они заряжаются спокойствием, бдительностью, а то и знаниями именно от памятника великому философу и социологу Петериму Сорокину. Мало ли. Приглянулся памятник и звездам российского шоу-бизнеса. Вот рядом с великим американским социологом знаменитый российский певец Егор Крид. Он также гулял по Сыктывкару, и просто не смог пройти мимо, не сделав селфи. А это, кстати, надпись «Сыктывкар». Написана она буквами древнепермской азбуки. Придумал ее первый епископ земли Коми Стефан Пермский. Этот алфавит использовался монахами и переписчиками до 16 века. Кай, дой, жой, джой, зата, дзита. Если вы хотите себе креативный псевдоним, а то и сменить свое имя, то вам точно прямиком сюда. А я пока сделаю себе памятное селфи. Кстати, уже в 15 веке анбур, как малоизвестная письменность, превратился в тайнопись, так сказать, древнепермская кодировка тайных посланий. Это, кстати, не единственный памятник коми-алфавиту. Не смог пройти мимо монумента знаменитой буквы «Э» и не сфотографироваться. Кстати, тут есть тоже свои правила. Как рассказывают некоторые пользователи в интернете, во время фотографии нужно произносить звук этой буквы. Выглядит примерно так. Звук, обозначаемый этой буквой, наиболее употребляемый в коми-языке. Вот только иногда в русскоязычных изданиях коми ее часто опускают, из-за чего искажается произношение слов. Несмотря на это, интерес к этой букве растет с каждым годом, и это довольно удивительно. А вот коми-промысловый календарь. По данным этнографов, это солнечный календарь, в котором отсчет ведется со дня весеннего равноденствия. Он также напоминал охотникам, на кого нельзя охотиться в конкретный момент времени. Вы когда-нибудь задумывались, в период какого животного по древнему коми-промысловому календарю вы родились? Как оказалось, я родился в период выдры. И только непонятно почему. В принципе, выдры, они милые. Так что на этом и остановимся. Кстати, есть поверье, что если потереть своего животного и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Улица Советская. Практически 100 лет назад она носила название Спасская. Именно здесь и располагались особняки большинства устьесольских купцов. Поэтому место для следующего арт-объекта выбрано не случайно. Купеческий сундук, в который каждый человек может кинуть монетку. Все эти деньги потом пойдут на благотворительность. Как рассказали создатели арт-объекта, взломать сундук без специальных ключей практически невозможно. Несмотря на то, что объект поставили недавно, уже сложились некоторые мифы. Например, если потереть сундук или дотронуться до него, то ваше финансовое благополучие обязательно улучшится. На сундуке, кстати, выкованы 5 надписей. Больше всех мне понравилось: «И достаток свой увеличит, и городом принят будет». Так что гости столицы, прошу всех через сундук. Рядом же расположена стена, на которой дана краткая историческая справка об устьесольском купечестве. Но помимо купцов были и обычные работяги, которые обустраивали бескрайнюю республику своими руками. Прогуливаясь по улицам Эжвинского района, невольно задумываешься, а что же здесь было раньше? Кто те люди, что отстраивали Эжву? Наверное, всех не вспомнить, да и не перечислить, но это не значит, что их забыли. И поэтому в их честь установили интересный памятник. Вот они, сапоги первопроходцев Эжвинского района, которые, кстати, может примерить любой желающий.
Лично меня удивляет размер этой обуви. Какими же все-таки могучими были строители Эшби. Продефилировать я в них, к сожалению, не смогу, но зато могу сделать отличную фотографию. Как только в Усть-Сысольске появилось электричество, появились, пускай и не сразу, электромонтеры. Таким памятник тоже имеется. Прямо в центре Сыктывкара в майке сидит усталый рабочий монтажник, который о чем-то задумался, и я примерно знаю о чем. Под брутальностью этого бесстрашного, отдыхающего после тяжелой смены электромонтера скрывается самый настоящий романтик. И я объясню почему. Здесь лежит спрятанная роза. Как раз для той самой единственной любимой женщины. Так что любите, девушки, обычных электромонтеров. В интернете кто-то пошутил, что если потереть руку этой статуи, то счета за электричество у вас будут гораздо ниже. Неплохая, кстати, примета, хотелось бы верить. Наша съемочная группа хотела посетить еще несколько арт-объектов, но чтобы о них всех рассказать, этого эфирного времени мне точно не хватит. Не хватит и памяти в телефоне. Сегодняшняя моя экскурсия напомнила мне уже знаменитую на весь мир игру Pokemon Go, где с помощью камеры от телефона нужно ловить тех самых покемонов, или, проще говоря, фотографировать их. В моем же случае все было куда познавательней. А ведь согласитесь, друзья, стоит только выйти на улицу, оглянуться вокруг и увидеть, сколько всего есть интересного. Так что отдыхаем в коме. Увидимся.